31 октября на заседании сессии парламента депутаты в первом чтении приняли закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты в части регулирования НДС. Законопроект предлагает использовать дифференцированный подход в определении ставок налога на добавленную стоимость в размере 0, 3, 7 и 10%. Обо всем этом подробно депутат Натали Смыр рассказала журналистам на брифинге Варсмира. Почему мы стали работать над данным законопроектом? Потому что индивидуальные предприниматели приходили и говорили, почему мы являемся налогоплательщиками, почему мы платим в полном объеме, почему мы должны платить за всех. А они платили практически за всех. Наши бизнесмены, которые занимаются оптом, поставкой, вот, они в основном и являются плательщиками этого НДС. Но это, вот здесь нет социальной справедливости. Простите меня, может быть, опять же, кому-то это покажется неправильно, но вообще налоги призваны быть социально справедливыми. Каждый должен платить свою часть, долю налогов. Это обязательно должно быть так. Также на заседании сессии парламента депутаты предложили не облагать НДСом только товары потребительской корзины. К различным другим товарам, на которые сейчас не распространяется НДС, предлагается ввести ставку 3%, а на продукты питания 7%. А вот представители бизнеса в области туризма, связи и горюче-смазочных материалов, как и раньше, будут платить налог на добавочную стоимость в размере 10%. Мы даем отсрочку платежа 2 месяца. Мы введем систему вычетов. Хотим ввести систему вычетов, и мы хотим ввести определение, бой, порча, вот это все, потому что многие товары, которые вот на выходе, вот, например, я была живым свидетелем того, что привезли товар кирпичи, половина из них разбита, а НДС уже уплачен. По словам Натали Смыр, на сегодняшний день перечень товаров, сырья и технологического оборудования, освобожденного от уплаты налога при ввозе и реализации на территории Абхазии, огромен. В связи с этим местные производители в менее выгодных условиях по сравнению с экспортерами. По мнению депутата, кроме того, необходимо создать специальный комитет, который будет контролировать ценообразование на продукты питания и товары, чтобы защитить права потребителей. Я считаю, что надо нам создать какой-то антимонопольный комитет за регулированием цен. Мы должны их регулировать. Вот сейчас ГСМ поднимется, в автоматическом режиме все цены на все продукты поднимутся. Россия договаривались по цене на ГСМ, чтобы они сдерживали какой-то сдерживающий фактор. И нам надо взять за основу это. Я считаю, что должна быть некая средняя усредненная цена, по которой либо выше, либо ниже, образно говоря, не должно быть. Это правильно, но надо что-то делать, надо создать этот антимонопольный комитет, надо защита прав потребителей, не знаю, но вот что-то такое надо сделать. Данные поправки к закону об НДС приняты только в первом чтении. До их окончательного принятия и внедрения, по словам Натали Смыр, предстоит большая работа с привлечением представителей всех заинтересованных сторон. Аля Катрапш, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение.